Алексея Слепцова, инспектора по делам несовершеннолетних, 97 подопечных. Они живут в районе аэропорта, на ГРЭСе, в рабочем городке, в пригородных селах Якутска. Мы ведем практический учет с несовершеннолетними родителями из неблагополучных семей. То есть ежемесячно мы проверяем их по месту жительству, постоянно задаем вопросы о том, какие проблемы у них возникают, то есть каким они досугом занимаются, чем заняты, чтобы у ребенка была занятость. Потому что зачастую у них возникают проблемы тем, что они не заняты и не контролируются родителями. В связи с чем и получается то, что наши дети совершают и правонарушения, преступления, где-то, может, они ведут себя антиобщественно. И в связи с чем такие дети встают на учет со сроком на полгода, где ведется полный контроль системы органов профилактики. Ребенок, совершивший то или иное правонарушение, впервые состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних полгода. Алексей очень радуется, если дети осознают свой проступок и стараются исправиться. С течением сроков практического учета есть такие дети, которые подают надежды. Я до сих пор с ними, бывает, общаюсь. Они мне временами пишут, когда им нужна помощь в чем-то, распечатать и так далее, подсказать кое-как где. То есть в просьбе детей не отказываем. И очень радуемся, что, не дай бог, конечно, чтобы ничего не было. Вместе с Алексеем наша съемочная группа отправляется в очередной рейд. Для корректировки поведения, для его же безопасности быть помещен в центре временного содержания до 30 суток. Там есть врачи, психологи, там с ним разговаривают, корректируют его поведение. Ты убери видеокамеру, что ты? Вот ребенок спит, все. Удостоверили. А что с ним? Чего лежащий? Так я его на руках с костыли взял. А что ему уж нельзя делать? Не надо их сюда. Нет, не заходит. Видите, он нам звонит дальше. Из почти сотни подопечных Алексея 70% дети, чьи родители злоупотребляют алкоголем. Если ситуация опасна для жизни ребенка, в пьющей семье привлекаются органы опеки и попечительства. Детей помещают в детский республиканский социально-реабилитационный центр. А малышей до 4 лет устраивают в дом ребенка на время, пока не одумаются родители. Если они покончат с алкоголем, найдут работу, дети вернутся домой. Часто в неблагополучной семье ребенок рискует повторить печальный опыт своих родителей. А оставшись без присмотра родных, может стать легкой добычей злоумышленников. Его могут увлечь деструктивные религиозные организации, похитить или надругаться. Мы, к сожалению, не обучаем детей безопасному поведению. Есть понятие у нас всегда – это незнакомец, но, к сожалению, преступления совершают и знакомые люди. Да, это сплошь и рядом, то есть спецсообщения, которые мы получаем, 60% это знакомые, это родственники, это близкий круг. Поэтому вводится такое понятие, как чужой. То есть ребенок с дошкольного возраста, мы уже должны обращать внимание на то, что есть человек, который близкого круга, которому мы доверяем на 150%, и чужие люди. Это могут быть и знакомые, это могут быть и какие-то определенные коллеги, родители, но они чужие. Да? То есть ты в любом случае, есть еще такой момент, о котором я уже говорила, да, что нужно устанавливать доверительный контакт с ребенком уже с рождения. Сейчас появились сотовые телефоны, и мы уже не можем отслеживать. То есть если мы вспомним, когда раньше не было сотовых телефонов, поступали звонки на стационарный телефон, и каждый родитель спрашивал, кто это, да? Вот позовите маму, Валю, а кто ее спрашивает, а ты кто? То есть это можно было спросить. То есть сейчас, к сожалению, этого нет. И поэтому у нас у родителей ответственность повышается на уровне именно установления и интерес, с кем ты общаешься, что с тобой происходит. Ребенок, попавший в беду, всегда может позвонить на телефон доверия. Его выслушают и обязательно помогут.
Телефон доверия, здравствуйте. Меня зовут Мария, я консультант телефона доверия. Как мне к вам обращаться? Борис, что бы вы хотели обсудить? С чем связана ваша проблемная ситуация? Так, да. Что произошло? С чего все началось? В кризисную службу Республиканского психологического центра поддержки детей ежегодно поступает до 300 спецобращений, по многим из которых психологи работают совместно со Следственным управлением. И вот почему. На данный момент, если вот сравнивать статистику, сейчас у нас увеличение сексуальных преступлений против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. За счет снижения того, что у нас физическое насилие, дети за счет, сейчас же ограничительные меры введены, на улице меньше мы ходим, поэтому грабежей, какого-то физического насилия на улице у нас сейчас меньше процент идет. В общем, со следственными органами вы тоже, в общем-то, тесно работаете? Да, мы тесно с ними работаем, потому что спецсообщения мы узнаем, они нам направляют данную информацию, и мы уже отрабатываем. Конечно же, это все конфиденциально. Особенно страшно, когда подросток не хочет жить. Причиной может быть все, что угодно. Буллинг в соцсетях или в школе, физическое насилие, непонимание дома. Если даже мы говорим о суицидах, то близкие, они говорят, с ним было все хорошо, мы ничего не замечали. К сожалению, такое есть. Бывает, что да, нет вины родителей в том, что с ребенком что-то происходило. Но есть, конечно, симптоматика. То есть вы видите, что ребенок замкнутый, у него проявляется, что он теряет сон, аппетит снижается, ухаживать за собой перестает, не общается со своими одноклассниками, с друзьями. Надо держать, конечно, связь с классным руководителем. Очень повезет, если у вас хороший классный руководитель, который смотрит, какие взаимоотношения, что. Какие-то могут быть эмоциональные всплески. То есть вдруг у него приступы ярости, гнева, злости могут быть, там, кидание вещей. Это тоже реакция на то, что у человека что-то происходит. Подростки, они же приходят к тому возрасту, когда они прямо вам не скажут, что я в беде, мне нужна помощь. И надо понять, в чем ситуация, почему ребенок так говорит. А ребенку сколько? 14 лет, да? Да, Там мальчик, девочка? девочка. Во время рейда поступил срочный вызов в один из спальных районов Якутска. Факт жестокого обращения с ребенком. Мы стали свидетелями настоящей драмы. Полиция. Полиция. С полиции. Серьезно, с полицией, что ли? Серьезно? Вызов поступил о том, что бьет мать. Что? Она, вы думали же, знаете почему? Почему? Она так пожаловалась, потому что я ей интернет не даю. Интернет не дайте. Нужно Да. поговорить хорошенько. Можно я с дочкой поговорю? Конечно, проходите. Побеседую. Слава богу, что это неправда. Настя, доча, Ты что, в полицию звонила? Да, Я могу пройти, да? Садись, проходите. Доча, что ты кому туда позвонила? Ну садись, объясни теперь полицейским, что ты сделала. Может, я так уберу? Садитесь. А? Ты зачем позвонила и сказала, что я тебя избиваю? Где я тебя бью? Рассказывай. Расскажи теперь. А ты как позвонила? А зачем? Я тебя разъебила? Что? Когда? Ты что сочиняешь-то? Я тебя разъебила? Ты зачем это делаешь? То, что я тебе интернет не даю? Она учиться у меня не хочет, понимаете? Анастасия, А, вот сейчас правду мне скажи. выходные, воскресенья, она взяла у меня без спросу деньги и потратила на игру. Я ее за это отругала, но пальцем не тронула. Я ей сказала, больше... Ну, Катя же свидетель здесь была. И это, понимаете, один раз я ее наругала, она меня нагрубила, я ее ударила пощечиной, я не отрицаю. Она мне в тот раз сказала, я буду жаловаться на тебя в полицию, туда-сюда.
Ты сейчас зачем вот на меня? Знаешь, как мне сейчас обидно, ты наговариваешь на меня? Потому что я тебя избиваю. Понимаете, она врет. Она учиться у меня не хочет, я работаю с утра каждый день. У нее проблемы в школе, я не знаю, что делать, что каждый день мне звонят учителя. Вот ты сейчас конкретно твоя проблема складывается в том, что ты не хочешь жить с матерью. Так ведь? А я тебя спрашиваю, а кто есть у тебя, кроме мамы? Подруга. Какая подруга? Это вон там виртуальная какая-то подружка появилась. Настя, пойми, пожалуйста, то, что подруги, друзья, это все у вас временно. Подружка, друг. Понимаешь? Подруга тебя не накормит, не оденет, не купит тебе телефон. Я ей то же самое объясняю, она вообще меня не хочет слышать. Как это сделать? Ты думаешь, мама тебе зла желает, что ли, или как? Ты, наверное, сама знаешь, что каждый ребенок должен учиться, получить образование. Так ведь? Мне кажется, мама не просто так говорит тебе, давай учись, чтобы ты куда-нибудь поступила потом. Ты кем хочешь стать? Журналистом. Тем Ну вот более. в Питер хотела. Я говорю, я же отказалась. ну потом И отказалась. тем не менее, все Я равно. говорю, учиться надо, чтобы хотя бы поступить куда-то в школу для начала закончить. Без образования сейчас никак, тем более в Ну наше что, в современное школе не общество. дают его. Дают Ну, в как это в университете. А чтобы туда попасть, надо школу закончить. Я ей нормально объясняю. Лежит вот так вот мне. Ну, это идет подростковый максимализм. Это все время, тебе потом будет очень стыдно перед мамой. Просит меня, плачет. Алексей Алексеевич, не забирайте меня. Я хочу быть с мамой. Она не пьет, а мать пьяная лежит, матерится там вдалеке. Думает, с кем бы сейчас выпить. Мне приходится самому забирать этого ребенка. И они в детском доме. Хотят к родителям, завидуют другим, но завидуют таким, как и тебе. Там Дома, ничего хорошего нет. где тебя не готовят, где тебя относятся так же, как ко всем. Ко всем. Хорошо? Я вам покажу, как написать вам заявление. Пусть поймет, что это такое. Зачем так говорить? Что тебе мама плохого сделала с таким? И какую боль ты сейчас не сделала? Пришла, она спала. Во сколько пришли домой? В 7, наверное, где-то я была уже. Потом лежала, потом начала. Дай интернет, дай интернет. Я сказала, нет, не дам. Внешне все выглядит хорошо. Девочка не голодает, у нее добротная одежда, в руках дорогой телефон. Почему получилось так, что она стала больше доверять некой виртуальной подруге, а не маме? С подругой она не встречалась в реальности ни разу. Мы, как родители, упускаем часто важные разговоры с ребенком в плане не уделения времени огромного, да, а именно качественного внимания. Можно разговаривать в любой момент, когда мы вместе что-то делаем, куда-то идем, там, едем на дачу или там посуду вместе моем, да. И не обязательно садиться специально вот с дочерью или сыном, чтобы поговорить на тревожащие темы. Это, наоборот, такое нагнетание. Но я считаю, что подросткам важно оказывать, возможно, если вы не успеваете, немного, но очень качественного внимания. Это всегда вызывает, все равно вызывает отклик от самого ребенка. Мы уже прочно обосновались в цифровом пространстве. Оплачиваем счета, заказываем еду, учимся, читаем книги, развлекаемся. Все через интернет. У нас есть истории, когда там 7-8-летний ребенок, он полностью прекрасно осознает все, что как бы всю природу интернета. Все его светлые стороны, все его темные стороны. И у него как-то, то есть это нормально. Почему как бы конкретно вот в этих историях, да, то есть ничего не рушится, не ломается там у ребенка мировоззрение, он там не встает, не начинает делать какие-то безумные всякие вещи. А в первую, то есть тут единственная причина, просто в семье выстроена такая культура.
Самое главное, родители просто разговаривают с ребенком, и все. С самого детства, то есть объяснять, рассказывать, показывать и прочее. Это правильный путь. Путь запретов, ограничений, вот этих вот вещей, запреты не приносят никакого позитивного эффекта. 5 лет назад Алексей собрал команду единомышленников. Вместе они разработали 2-годичный курс для начинающих айтишников. В IT-школу приходят подростки, которые все свое свободное время проводят в сети. Вернее, в школу их приводят отчаявшиеся родители. 14-15 лет. Самый такой возраст дурацкий. Я сам себя прекрасно помню, подростком тоже. И это когда никто не прав, все вокруг ошибаются, никто меня не понимает. Я самый уникальный. Единственное, у меня в мире только такие проблемы есть. И, в общем, все. На самом деле, у нас рецепт здесь очень простой. Когда у ребенка появляется точка приложения сил, когда вы ему даете что-то, что типа, вот смотри, какая крутая штука, занимайся ей, и чтобы ему нравилось заниматься этим. Когда мы достигаем такого момента, через этот момент начинается, я не знаю, даже, возможно, изменение в жизни самого ребенка, потому что у него появляется, во-первых, уверенность. Несмотря на всю внешнюю браваду и прочее, именно в подростковом периоде ты испытываешь наибольший кризис самооценки, самоуверенности, ты не знаешь, кто ты, чем ты хочешь заниматься, каково твое место в мире вообще, и вплоть до каких-то экзистенциальных вещей, типа, зачем я вообще есть здесь. Чтобы дать ответы на все эти вопросы, нужно дать точку приложения сил. Вот смотри, занимайся этим, это круто. И если ребенок реально сам начинает хотеть этого, заниматься этим, то все, можно сказать, что мы считаем, что мы выполнили свою работу в этом ключе. Все задания подростки выполняют командой. Увлеченность одним делом сплачивает ребят, и затем тесное общение перерастает в крепкую дружбу. Это напомнило советские времена, когда все дети были объединены в одну организацию со своими четкими принципами, уставом, преемственностью поколений. Сегодня в республике в каждой школе тоже есть свое общественное объединение. Но как это работает? Когда мы заглядываем, скажем, в школы, когда мы доходим до районов и смотрим, там в основном вовлечены всего 20 детей-активистов. То есть те же самые активные ребята, они занимаются самоуправлением, в детских объединениях проводят какие-то мероприятия и так далее. Но сегодня мы ставим задачу, чтобы детское движение было массовым, да, и чтобы оно состояло из нескольких уровней, да, потому что младшие школьники, они определенный уклон нужно сделать именно, каким образом они должны правильно себя вести в обществе. Это окружающая среда, это взаимодействие, это игровые технологии и так далее, подвижные игры, да. А вот среднее звено все-таки они должны искать свой путь, свое направление, про то, каким они себя видят и каким образом они хотят заниматься в дальнейшем. Поэтому среднее звено – это когда выпадает, на мой взгляд, из поля деятельности наших образовательных организаций, детских общественных объединений, когда с 5 класса интерес повышается, когда ребенок хочет параллельно по 3, по 5 направлениям заниматься. А сегодня, к сожалению, детская организация или школа не может предложить все направления спектром, да, потому что и все это зависит, конечно, от мастерства педагога, от подготовленности педагога. Наверное, еще и поэтому по-прежнему дети остаются один на один со своими проблемами. Типичные ситуации повторяются вновь и вновь по всему региону. Взаимоотношения между сверстниками и взаимоотношения с родителями. Домашнее насилие какое-то есть, когда родители? Да, есть случаи. Психологи работают индивидуально и с родителями, если такие ситуации бывают. И тоже выходят на педагогов в школах. Почему наши дети попадают в беду?
Можно пенять на несовершенство законов, на школу, на плохих друзей. Но отличать хорошее от плохого ребенка должны научить прежде всего родители. В случае нужно очень много работать родителям над самими собой. Не обязательно заниматься вот этим ребенком именно вот искусственно или что-то там придумывая. Когда мы сами над собой работаем, тогда мы и будем интересны для наших детей, и будет взаимодействие.